Речь идет о том, что да, были встречи, все это понятно. Но я, например, точно знаю, что на встрече глав государств, нашего главу, правда, главой назвать нельзя, это просто бизнесмен, коммерсант какой-то. Вот. А со стороны России Путин конкретно задал вопрос, что там, в чем проблема с этим соглашением. На что наш президент сказал, ну там, говорит, неточности в координатах. Он говорит, ну решите вопрос с координатами. Но никто не сказал, и подается со стороны Аслана Абжания, мне просто язык не поворачивается назвать его президентом. Это предатель, а не президент. Вот, я просто хочу сказать, он говорит о другом. Он говорит там о том, что, значит, он не говорит о статье 22, он не говорит о статье 26, он ни о каких статьях не говорит, понимаете? Он говорит, у нас несоответствие в координатах. Так давайте мы скажем, что речь не только о координатах идет, понимаете? Не только в координатах, а в вопросах соглашения и по пунктам. Статья такая не соответствует Конституции Республики Абхазия, статья другая не соответствует Конституции Абхазии. И что наш президент нарушает Конституцию в первую очередь. А мы же знаем, что любое соглашение, принятое которое будет принято парламентом, оно имеет надконституционный характер. Друзья, для чего? Слушайте, Путин провел этот референдум для того, чтобы национальное законодательство было надмеждународным. А что делаем мы? Почему сейчас Калнов проявляет озабоченность и говорит о парламенте? Потому что если это будет принято, он будет носить наднациональный характер. То есть мы должны будем денонсировать, отозвать. Это когда? А сможем ли мы? И я хочу сказать, бессрочная, вот сегодня мы встретились, давайте бессрочно объявим бессрочную какую-то забастовку, или как это правильно выразиться, акцию бессрочную. И каждый день правильно, еще раз, если люди не услышали, просто еще раз будем говорить, чем это чревато, что здесь идет нарушение, Конституция уже на нее, простите меня, пожалуйста, президент просто дочихал. Он выполняет поручения кого? Таких как Робсоны. Чего мы боимся? Давайте скажем, Ткачевых. Кущевка завтра будет у нас. То есть вот таких людей выполняет наш президент поручения. Понимаете? Он не выполняет. А если вот, я просто еще, простите, затянулась буквально еще 2 минутки. Вот возьмите то 4-часовое выступление Путина. С чего он начал? С суверенитета. Суверенитета своей страны. Идет война за национальные интересы России. А мы что делаем? А наш президент что делает? Конституция ему не конституция, закон ему не закон. Это не... И я правда считаю... Потеряли, метафорически. Они машины снимают и выкладывают. Понимаете? И сегодня я еще раз обращаюсь, Ливан, к нам, ко всем. И прекратите вот это фейсбучные войны, они уже смешные. Этот написал, второй пишет в ответ заявление. В конце концов, здесь много мужчин, можно и кому-то дать в рожу. Простите меня. Вот так я уже не понимаю, как это происходит, друзья. Мы вот это перенесли всю нашу политику в Facebook, понимаете? Один пишет, ты негодяй, я ему пишу, нет, ты негодяй, ты хуже, чем я. Предложение, я абсолютно согласна с Ардой, то, что говорит Арда, бессрочные акции, совершенно верно, и написать вот такое какое-то большое послание в том, что, я извиняюсь, обратиться к стороне покупателя, как Батал вы выразились. Абсолютно точно. Еще раз, знаете как, здесь Валерий Шалович говорит, китайское предупреждение, а мы еще раз напишем или обратимся. Спасибо, извините.